Жителей села Средние Очулки совсем скоро можно будет поздравить. В их сельском поселении полным ходом идет реконструкция мостового перехода через реку Очулки. Дорожники приступили к работам в середине июля. Помимо демонтажа старого моста была проведена масштабная подготовительная работа. Здесь мы перенесли газопровод, перенесли ЛЭП, линию электропередач. Здесь стояла и пришлось работать и с Ростелекомом, здесь камера стояла. Ну, я думаю, вы видите, мы сделали объездную дорогу, чтобы для удобства жителей и населенного пункта, и республики. После этого мы начали непосредственно разборку мостового перехода. Но впереди еще много работы. Дорожники сейчас заняты возведением береговых опор моста. Это железобетонные конструкции, которые в будущем будут выдерживать нагрузки свыше 50 тонн. Протяженность реконструируемого участка 111 метров. В проектно-сметной документации предусмотрена полная реконструкция мостового перехода, то есть полностью демонтаж. Ну и предусмотрено устройство буронабивных свай, 10 штук, по 5 штук на каждую сторону. Глубина этих свай 18 метров, диаметр метр. Более того, предусмотрено устройство балок длиной 33 метра в количестве 8 штук. Ну, проектом, более того, отведено место и вопросам безопасности. Это и проезжая часть, устройство 2 слоев асфальтобетона, разметка, колесоотбойный брус, знаки. Мост строят в рамках программы развития автомобильных дорог Ингушетии. Старая переправа была в аварийном состоянии. На ветхость строения жаловались и местные жители, опасались, что он рухнет. бетон заливать, основание, да, Alhamdulillah, дәрес қыл, туадилер хачын, дақ миллиация хачын, далса дол дәрес қыл. Возводимый мост будет лучше предыдущего. По проектно-сметной документации учтены все нюансы для безопасной и комфортной эксплуатации. Предусмотрены пешеходные переходы и барьерные ограждения. Предыдущий старый мост у нас был длиной 38 метров, там чуть-чуть с хвостиком. Сейчас нынешний будет 40 метров 11 сантиметров. Это раз. Ну и по ширине он был где-то 8,90, сейчас станет 15. Вот в таком духе. Будет то же самое перильное ограждение там для пешеходов. Ну, все, что необходимо для моста, который будет соответствовать всем ГОСТам и СНИПам, всем требованиям, все мероприятия здесь предусмотрены. По контракту до конца года, но я думаю, все работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Уже в этом году проезд по переправе будет беспрепятственным. В конце января глава республики официально открыл мост в сельском поселении Икажево через реку Кенч. А до этого был введен в эксплуатацию самый длинный мост Ингушетии через реку Сунжа в Икажево. Строительство и реконструкция мостов имеют колоссальное значение для развития любого региона. Удобные и надежные транспортные артерии обеспечивают бесперебойное движение грузов и пассажиров. А мост в Средних Очулках связывает такое отдаленное село, как Гербик-Йорт, с соседними селами и крупными городами региона. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Молдгири Ахильгов, Магаз 24.